Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Между вами тишина. Будет ли мужчина проявляться или стоит проявиться самой? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину и задайте свой вопрос. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы желаем узнать. Ох, мои хорошие. Тут вам кто-то мешает. Прям вот стоит человек и мешает. Ваша тишина, она с кем-то срежиссирована. Здесь явно есть вмешательство третьего лица. Кто это третье лицо, я вам прям 100% сказать не могу. Но могу сказать точно, что этот человек имеет сильнейшее влияние на вашего мужчину, на загаданного мужчину. Я бы даже сказала, что он под колпаком, да, у этого человека находится. То есть человек полностью им управляет, манипулирует. Как-то, знаете, под дудку этого человека он пляшет. Здесь мужчина такой простоватый, какой-то растерянный, несобранный, что ли, несерьезный даже, может быть, в каких-то моментах. Слишком он ведомый и доверчивый. Знаете, не тому человеку он доверился, не с тем человеком он, скажем так, живет, да? Что касается вас, вы девушка очень обидчивая. И такая, знаете, принципиальная. Вы никогда не пойдете навязываться. Вы никогда не пойдете против каких-то своих принципов. А принципов у вас, кстати, очень много. Да, вы знаете себе цену. Вы знаете. На поклоны никому не ходите и никогда ходить не будете. Даже если вы себе что-то надумаете, что вот я к нему начну проявляться, вы же просто не сможете. Не сможете, потому что гордость не позволит. Просто не позволит. Есть у вас такой пунктик. Это неплохо. Это даже очень неплохо. Но и смысл, да, вы ведь сами интуитивно чувствуете, что что-то там не в порядке. Что-то сзади этого мужчины происходит. Он, конечно, ничего не говорит. В лучшем, знаете, вот как отыграется, что вы сейчас просто друг от друга отвернулись. И между вами действительно это не тишина, а скорее какой-то холод в данный момент происходит. Даже может отыграться, что мужчина вообще-то мог как-то, даже заблокировать мог. Либо вы, например, его заблокировали изначально, да, и он повторил ваши действия. То есть здесь как бы расход, разлет, и это не, еще раз говорю, это не тишина, это холод и прям какой-то барьер огромнейший, стена недопонимания. Все очень хорошо начиналось, и романтично, и как-то, знаете, позитивненько. И в один момент просто отношения полетели в тартарары. Здесь мужчина. Мужчина, знаете, он думает о вас, он вспоминает вас. Но у него какое-то искаженное представление о вас. Либо в чем-то он вас подозревает, какие-то претензии у него к вам имеются. Головой он понимает, что это все чушь, да, но чужое это навязанное мнение не позволяет ему к вам приближаться, либо как-то с вами коммуницировать. Здесь, знаете, как обида за обиду, да, пошли. Когда вы, например, немножечко от него отдалились, то сразу этот подсказчик, советчик за его спиной вступил на поле боя, да, и сразу этого мужчину взял в обороты.
начал там ему говорить, рассказывать, там, еще что-то там придумывать. Мало того, тут еще может быть такая ситуация, что вас просто оболгали. Да, этому человеку о вас рассказали что-то, что не есть правдой. Ну, например, что вы там гулящая, либо что вы там мужские сердца коллекционируете, что вы там легкая на подъем вот, именно на отношения. Здесь могли еще и грязью облить. Там, придумать, что у вас где-то с кем-то там по каким-то машинам какие-то там люди, да, и прочее, прочее, прочее. То есть грязи могло быть много. Здесь, кстати, у кого-то прям отыграется, что могли даже сфальсифицировать какие-то, может быть, фотографии, да, что вот что-то придумали люди. Особенно вот этот, который за спиной стоит. У кого-то отыграется, что это соперница. У кого-то отыграется, что мамочка. У кого-то отыграется, что, ну, как бы друг может быть даже какой-то, который использует вашего мужчину в своих интересах. Явно нехороших интересах. У меня вообще по мужчине такое впечатление, что он никому не нужный. Вот вообще не нужный. Вот его люди, да, используют, и все. Как только он потеряет свою ресурсность, вдруг там с ним что случится, да, он сразу становится никому не нужный. От него все там отворачиваются, говорят, да, иди отсюда, что с тебя взять. То есть он помогает всем, а если с ним что, ему никто не поможет. А вы в этом человеке увидели его тонкое строение души, что он хороший, что он отзывчивый, что он такой добренький. Но вы не понимаете, почему он так к вам поменялся, почему он так изменился. Вот, наговорили, накрутили, намутили, пожалуйста. Вот такие ситуации бывают. Возможно, вы вообще впервые в жизни столкнулись именно с такой ситуацией, когда мужчина настолько ведомый оказался. Вы себя вели с ним крайне скромно. Вы от него лишнего не просили, никогда ему ничего не указывали. А там с ним поступают достаточно жестко, там чуть ли не в приказном характере, да, делай то, делай это хорошо, это плохо, да, вот так ему говорят. Будет ли он делать шаги в вашу сторону? В ближайшее время, к сожалению, нет. Стоит ли вам делать шаги в его сторону в ближайшее время? Да, у вас в принципе не получится. Он сейчас закрылся. Между вами вот прям вакуум, да, находится. Вам его просто не пробить, даже если вы захотите. Тем более он сейчас в каком-то надрывном состоянии. У него к вам какой-то, ну, как претензия какая-то идет. Претензия, да, что вот как ты со мной так поступила, либо зачем ты это сделала, почему ты там с другими, может быть, людьми встречаешься. То есть какая-то претензия явно есть. Здесь ни вы, ни он действовать не будут, но вас судьба еще сведет. У вас еще будет встреча, причем встреча достаточно какая-то спонтанная, неожиданная. Вот прям ничего не будет предвещать, вы с ним встретитесь. А когда встретитесь, вы поймете, насколько вы друг другу дороги и насколько сильны ваши чувства. Может быть, так даже случится, что в эту встречу вы будете не одна. Вот кто-то вас будет сопровождать. Вы обрадуетесь этому мужчине. А этот мужчина, увидев вас другим, например, человеком, ну прям глаза кровью нальются. Он поймет, Господи, ну это же королева моей жизни. Как же я ее потерял, как же я был таким идиотом, да, что от нее отдалился. Очень яркая встреча идет. И в эту встречу ваши чувства еще ярче вспыхнут. Здесь уже мужчина будет к вам тянуться. А вы, моя хорошая девушка, как будто бы будете выбирать и думать. Но если ты со мной уже так поступил, стоит ли мне опять тебе доверять, стоит ли мне опять с тобой в отношения входить? Вы знаете, вы о нем получите информацию настолько вот полную, просто вот там не подкопаешься, вы о нем все узнаете. Вот то ли встретится вам кто-то, да, какой-то общий знакомый, может быть, вам расскажет, может быть, вы сами где-то что-то вот про него накопаете. Вы о нем узнаете все его слабости, все его уязвимые места. И узнаете, под чьим управлением он проживает, кто так сильно влияет на этого мужчину. Обязательно узнаете. И у вас об этом мужчине мнение немножечко поменяется, а у кого-то даже множечко.
Кто-то из девушек сознательно скажет: ну зачем мне такой герой? Не, дружочек, ты не герой моего романа. А кто-то наоборот пожалеет этого мужчину и скажет: мой же ты бедняжечка, да, бедолажечка, давай я тебе помогу. Здесь, девчонки, встреча будет. У кого-то эта встреча вот произойдет, да, и вот вы встретитесь и больше не расстанетесь. Вы уже будете знать, откуда ждать неприятностей, и сможете как-то вот оградить себя от вмешательства этих лиц. А здесь у кого-то в семью идет, а у кого-то в окончательный расход и разбег. В любом случае, в ближайшее время ни от вас, ни от него действий никаких просто не будет. Вот между вами тишина, и в тишине вы еще несколько, может быть, периода времени, там месяц-два, вы еще будете оставаться. Судьба столкнет. Здесь не нужно форсировать события. Не нужно. Во-первых, вам нужно узнать о нем правду, а этому мужчине нужно немножечко успокоиться. Когда вы с ним в следующий раз столкнетесь, прям лбом к лбу встретитесь, вот случайно встретитесь, вот тогда ваша судьба и ваши отношения разрешатся. Сейчас, к сожалению, нужно дождаться этого времени. Вам я могу посоветовать заниматься собой, не отказывать себе в радостях жизни, в общении, в знакомствах новых. Не надо жить затворником, и не надо убиваться по этому человеку. Не надо. А по поводу мужчины, вы должны знать, что он о вас думает. Думает, и вы ему снитесь. Это серьезно. Вы в его мыслях. Потому что вы очень сильно его зацепили. Зацепили своей какой-то открытостью, честностью, женственностью. Вы для него вот каким-то ангелочком являетесь. Просто что он сам по характеру такой. Ни рыба, ни мясо. Ну, что тут поделаешь. Значит, девочки, успокаивайтесь. Знайте, что он о вас думает. Знайте, что он тоже переживает. Но пока вам не стоит общаться, встречаться. И у вас этих встреч и общения не будет. Придет ваше время, вы обязательно с ним встретитесь. И тогда решится ваше дальнейшее будущее. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.